Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вашего мужчину. И мы посмотрим его откровенные признания. В чем он хочет вам сознаться, в чем признаться. Рассказать, может быть, что-то о себе, о своих переживаниях, о мыслях о вас, о чувствах к вам, ну и обо всем, что его беспокоит. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени. Мысленно либо вслух обратитесь и задайте все вопросы, которые вас интересуют. И давайте вместе посмотрим, в чем он вам признается. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Говорит, головой об стенку бьюсь. Мне так плохо, что прям головой об стенку бьюсь. Внутреннюю боль пытаюсь заглушить. Смотрите, как-то мы его подловили в моменте, где ему очень-очень плохо. То ли он сейчас обдумывает действительно свою жизнь, то, что с ним происходит, то, что происходит между вами, думает о будущем. Больно, ему сейчас больно. Человек, возможно, действительно какую-то травму получил, да, у кого-то и так может отыграться, и, грубо говоря, лежит в постели и думает о том, что с ним происходит, о том, что происходит в его жизни. Смотрите, мужчина здесь у меня вышел вполне себе сносный. Да, есть у него какие-то тут заморочки, какие-то пристрастия, но это все исправимо, либо в принципе можно простить, понять, принять, у кого как отыграется. Мужчина звезд не ловит, но к звездам всегда стремился и стремится по сей день. Очень много амбиций у этого мужчины. И, кстати, не только в плане денег, работы, статуса, положения, но и также в отношениях у него тоже очень много амбиций. Знаете, до встречи с вами он считал, что он просто вот такой крутой мужик, и для любой женщины он как подарок судьбы. Что любая женщина должна Бога молить и благодарить за то, что вот такого мужчиночку ей дали, да, что такой вот светлый рыцарь без страха и укора обратил на нее внимание. Но в отношениях с вами вот эта спесь, она значительно поубавилась, буквально на 5% осталось. Вы очень многое ему объяснили, на многое открыли глаза, и вот прям подвинули его именно на то место, которое его по праву, а не то, которое он амбициозно себе сам рисовал. Смотрите, он считает вас опасной женщиной. Он говорит, с ней опасно. И я чувствую, что я пропадаю. Она такая, она мной управляет. Я для нее как тряпичная кукла. Она постоянно как кукловод дергает за веревочки. А я такой вот безвольный, действительно, как тряпичная кукла, не могу сопротивляться. У меня нет сил ей сопротивляться. И чем дольше мы знакомы, чем больше мы в отношениях, тем я все тряпичнее и тряпичнее становлюсь. Прям сам себя уже потерял, сам себя не могу как уважать, да? Я не мужик, я тряпка. Да, вот это его, конечно, очень беспокоит. Ведь он видел ваши отношения, когда он вами управляет, когда он вам свою волю диктует. А видите, как все вышло наоборот. Теперь вы главнее, старше, выше, а он как маленький мальчик, да, которого вы воспитываете. Ох, как с вами страшно, но как с вами интересно. Вот именно с вами, либо благодаря вам, для него как новая жизнь открылась.
жизнь, которой он никогда не жил, категории, которыми он никогда не мыслил. Прям совсем все по-другому. Абсолютно. Хотя вижу, что он во много проблем создает. Либо из-за него, из-за его каких-то выходок, поступков вы очень часто грустненькая ходите. Ну, а кто-то из девчонок даже очень сильно расстраивается. Прям до слез расстраиваетесь из-за его какого-то глупого, мальчишеского, ну, абсолютно невзрослого поведения. Да, вы иногда тоже задумываетесь. Ну вот, а зачем мне это все? Зачем мне такие отношения? Ну что, ему мама, да, чтобы его воспитывать. Я все-таки хочу уважения, я хочу любви, я хочу безопасности. Я хочу рядом с собой видеть взрослого партнера, а не такого малыша, да, которого нужно там и отчитать, и в угол поставить, и отшлепать, и конфетку дать. Да, вот такие мысли очень часто в последнее время закрадываются к вам в голову. Если честно, очень похоже, что именно в этом моменте ваши отношения переживают очень глубокий кризис. Но есть и приятная новость. За каждым кризисом идет развитие. Да? Вот вы прожили кризис, дальше ваши отношения идут в развитие. Здесь мужчина не намерен вас терять. Если честно, он без вас жизни своей дальнейшей не видит. Но и вам, несмотря на его поведение, несмотря на вот эти мысли, вам тоже трудно с ним расстаться. Вижу, что вы повязаны любовью. Завязка на любовь, она самая сильная. Здесь даже не интим, здесь именно любовь, здесь именно души, здесь именно сердца, понимаете? Потом уже тела идут. Так, какая-то кошка у него по спине топчется. Ну, кошка — это либо большая неприятность, да, в которую он вляпался, попал, ну, либо какая-то неприятная женщина, которая прям спрыгнула ему на спину и топчется ему по спине, да, когтями прям впивается, да, до боли, до крови впивается. Опять же, вы все разные. Кто-то загадал на несвободного мужчину, ну, а кто-то загадал на мужчину, который, ну, сразу с двумя женщинами, например, да, шуры-муры. А может быть, это большая кошка и не соперница вам, да, может быть, это мама строгая, мама ревнивая, мама-собственница, которая сыночка для себя рожала. Да, вот она мучилась, страдала, для себя родила, и теперь по гроб жизни он ей должен. Вот, да, такая философия может быть. Ну, тяжело, девочки, тяжело. Смотрите, если отыграется, что у него неприятности, он вам никогда об этом не скажет. Никогда под страхом смерти он не расскажет о своих промахах, о своих неудачах, о своих бедах. Ведь перед вами он носит маску очень крутого и успешного мужика. Хотя вы уже давно под эту маску заглянули, все уже про него знаете, но тем не менее он до сих пор хорохорится. То есть если вы ему прямо в лицо скажете, что ты неудачник и у тебя там проблемы, это он будет, ну, как воспринимать как удар по причинному месту, да, что вот прям в самое больное ранило. Я лицо перед тобой потерял. Поэтому, девчонки, если вы уже знаете, что с ним там приключилось, лучше молчите. Он и так у вас несчастный, да, лучше помолчите, пожалейте его психику. Пожалейте его такого вот несчастного малыша, да? Ну, по-другому не скажешь. С проблемой он с этой разберется. Если это женщина, тоже разберется. Может быть, на женщину больше времени уйдет, чем на проблемы, но он разберется. Ну, понимаете, это очень неприятно, что тебе кошка в спину, да, когтями прям как вонзается. Вот. Он ее скинет, обязательно скинет. Время придет, он ее скинет. Так, если мужчина не свободен, вот прям 100% женат, и вы на него смотрите, здесь мужчина сейчас не до конца понимает, как освободиться, да, грубо говоря, но он уже решил, что ему очень важно освободиться, разорвать, ну, этот несостоятельный брак, ну, потому что нет любви, нет ничего. И он уже как бы идет к этому, да, он морально на это уже настроен, а это самое главное. Осталось дело за техникой, да, за выполнением. Так, еще, мои хорошие, в чем он хочет вам признаться? В том, что он вам завидует. Он вам завидует. Для него вы просто небожитель, по-другому и не скажешь. То, как вы умеете жить, то, как вы по жизни идете, то, как вы
решаете проблемы, то, как к вам относятся люди, да, вас уважают, вас ценят, вы как почетный, да, вы получаете почет и на работе, и в обществе, и среди родственников. Он этому очень завидует. Он очень хочет научиться быть таким, как вы. Ну, не понимает, что это врожденные особенности и качества. Хотя, если постараться, то можно, конечно, наловчиться и хотя бы чуть-чуть приблизиться к вам, к вашему уровню. Зависть идет от мужчины. Он очень ревностно переносит какие-то ваши достижения, ваши победы, ваши улучшения. Прям болезненно воспринимает и ревностно переносит. Тут ничего не придумаешь. Конечно, он там с улыбкой выдавливает эту улыбку и говорит: ну да, я за тебя рад, ты у меня молодец. Но по факту внутри там все сжимается. Он думает: блин, а я так не умею, у меня так не получится. Что со мной не так? Да, почему? Почему все именно таким образом происходит? Так, еще. Его очень пугает ваше умение предвидеть и предсказывать. Ему иногда вы являетесь в виде паука. Девочки, пожалуйста, это компромат. Это такой прям немножко трэш, да? Но вот правда. Он вас так и паучком нарисовал. Говорит: она умеет плести паутину, она все про меня может узнать. У нее есть связи везде. И даже на Луне, и даже на Марсе, да, и даже в соседней галактике. Она все знает, она все может узнать. То есть он уже понял, что от вас ничего не скроется, что видите вы его насквозь. Но тем не менее иногда все-таки пытается хитрить, либо вот держать эту марку, отпираться до конца. А вас это очень сильно обижает и раздражает. Вы думаете: блин, кому ты что доказываешь? Я все про тебя действительно знаю. Вы, кстати, его жизнь можете вот прям смело сесть и рассчитать на несколько лет вперед. И это будет очень точный расчет, и все 100% сбудется. Да, вы такая. У вас аналитика просто вот от Бога. Плюс у кого-то из вас еще отыграет, что действительно есть дар, серьезный дар, вы являетесь носителем дара и черпаете из своего дара информацию, знания и вот этот момент предвидения. Так, еще он хотел бы вам признаться, что под вашим влиянием он от чего-то решил отказаться. Не могу понять от чего. От чего-то он решил отказаться. Может быть, вы его об этом просили, может быть, вы умоляли, может быть, вы даже какой-то ультиматум ему ставили. Вот откажись и все. И вот он сопротивлялся, а потом все-таки решил сделать вам приятно. Единственный момент, что не так-то легко отказаться. Если, например, это вредная привычка, то это прям совсем будет тяжело. Очень тяжело. Допустим, приведу вам пример табакокурения. Да? Сама курю, поэтому точно знаю. Это невероятно тяжело. И даже если вы помогаете себе медикаментозно, все равно это нереально тяжело. И это тянет, и это снится, и отказаться очень сложно. Вот. Это как пример был, да? Пример, причем тут параллели были с моей жизнью. Вот. Может быть, что-то другое, да, речь о другом идет. Но вот вы просили, и он решил вас уважить, да, и от чего-то отказаться. Он уже это делает, но ему очень тяжело, ему нужна ваша поддержка. Да, он показывает, что я сильный мужик, на самом деле очень нужна ваша поддержка и вера в него, да, что он это наконец-таки сделает. Так, еще. Здесь у мужчины что-то периодически побаливает в теле, в организме, да, что-то побаливает. И он эту боль списывает на стресс, либо на усталость. На самом деле там либо у него уже какое-то хроническое заболевание, либо все к этому идет. Здесь мужчина как-то совершенно не заботится о своем здоровье в том виде, в каком должно. То есть мужчина, да, может сказать, что я там заболел, лечите меня, у него там настроение испортится и будет как капризный ребенок. Но когда дело касается серьезных вещей, он старается их как-то скипать, да, игнорировать. Что это стресс, это я устал, это я там тяжелое поносил, это я там футбол переиграл, да, вот какой-то такой момент. И вижу, девочки, что это может вылезти в большую проблему, в серьезную проблему и дорогостоящее лечение, если сейчас не пролечиться, либо если сейчас не забить тревогу.
Вы, пожалуйста, с ним об этом поговорите. Ради вас он пойдет на обследование, ради вас он пойдет к врачу. Вы имеете такую силу и внушения, и влияния, и можете мужчину, как бы к этому подвести. Так, в чем он еще хочет вам признаться? Страх какой-то здесь выходит, страх будущего. У мужчины в последнее время, давайте честно, да, дела не очень. Да, и тут еще кошка на спине. Дела не очень, планы не реализуются, либо очень сильно стопорятся в реализации. Люди его подводят, и вообще, в принципе, обстановка вокруг не очень благоприятная, да и в мире тяжело как-то все продвигается. И его страшит будущее. Страшит то, что он окажется без денег, что он окажется просто вот выброшенным за борт жизни, что он не сможет не только там вас содержать, он даже не сможет там себя прокормить, понимаете, очень много страхов. Если мужчина вам не делал предложение, не говорил там о будущем, о том, что хочет с вами всю жизнь прожить, там, о детях, то по одной простой причине. Его будущее очень пугает. Он не видит себя в будущем. Здесь мужчина склонен к депрессии, к меланхолии, склонен впадать в какие-то панические состояния. Здесь, девчонки, уговорами, теплыми, нежными, добрыми разговорами. Причем не так, что вот ты сможешь, я верю в тебя, ты будешь. Нет, вы говорите так, что мы сможем, мы будем, мы сделаем, мы добьемся. Понимаете? Вы для него авторитет. Если вы будете говорить вот именно в будущей форме и именно мы, то это ему здорово поможет, девчонки. Да, вот как-то так идет. Сейчас будущее он прям... я не вижу его видов на будущее, потому что он глаза закрыл, да, и говорит, будущего нет. Для меня будущего нет. Я боюсь будущего. Как, знаете, как катастрофы какой-то боится. Но это в ваших руках, в вашей компетенции. Вы можете это все у него, и проработать, и убрать, да, все эти страхи. Вместе с ним проработать и убрать. Так, здесь у кого-то еще отыграется, что мужчина чувствует, что он стареет. Знаете, как там говорят, кризис среднего возраста, да? Он прям очень чувствует это. И это не добавляет ему энергии, это не добавляет ему сил, не добавляет оптимизма. Наоборот, он начинает заморачиваться, что там волосиков мало осталось, что морщиночки появились, что уже не так стоит крепко, как раньше, либо не так часто. Вот прям очень заморачивается по поводу этого. И из-за этого он становится более какой-то вот прям щепетильный и ревнивый. Да, он очень начинает ревновать к мужчинам, особенно к молодым мужчинам. Он такой, молодой самец, а я уже не очень свежий, да, не очень молодой. Вот это есть, ревность идет. Он понимает, что это глупо, да? Вы сильная женщина, вы сама выбираете себе партнера. И если вы с ним, значит, вы к нему что-то чувствуете. Но тем не менее, он ничего с собой поделать не может. Здесь дикая ревность идет, прям волной откуда-то из глубины у него поднимается и полностью затапливает ему мозг. Это тоже плохо. И здесь я думаю, что надо именно к психологу, либо какие-то совместные практики попробовать, да, чтобы это все ушло. Здесь именно кризис среднего возраста. Он чувствует, что он стареет, и из-за этого все происходит. Рядом с вами он всегда молод, он никогда не признается, но тем не менее, вот такая информация от него же и пришла. И еще, девочки, он часто смотрит на своих друзей, либо однокашников, одноклассников, и видит, что они успешные, что они стабильные, а он, флюгер, да, туда-сюда, и ничего по факту нет. Его это очень травмирует. Понятно, что глаза не закроешь, и от правды не уйдешь. Но, тем не менее, у него какое-то позднее созревание, либо позднее достижение, может быть, каких-то главных аспектов жизни. Его это тоже очень сильно напрягает. Кстати, здесь по этой цыпке может отыграться, что вы более успешны, то есть у вас там и машина может быть, и работа хорошая, либо бизнес свой. А он нет, он не имеет, да, либо у него машина похожая, работа там попроще, да, то есть вы гораздо лучше живете, чем он. Вот как-то так может отыграться. Это тоже его задевает. Это тоже прям такой неудобный момент.
Очень много комплексов, очень много страхов. Вот если бы он об этом говорил, ему бы было проще. Но поскольку он этого стесняется, представляете, что у него там внутри происходит. Иногда он вас обижает, сам того не желая. Вот он вас обидел, да, а сам себя ненавидит за это, по щекам хлещет, но признаться вам, например, там, попросить прощения сразу не может. Какая-то глупая гордость не позволяет. Но вот что-то такое с ним происходит. Говорю, кризис и у него в жизни, и в ваших отношениях. И опять же, вы немножко усталая мне идете. Усталая, тоже неуверенная в нем. Значит, девочки, кризис вы точно переживете. Огонь, видите, вот оно, пламя вашей любви. Оно не тухнет, оно лишь будет разгораться. Вот. Но что касается мужчины, вот, пожалуйста, видите, вот он сидит, смотрит на огромную букву «В». Ведь мужчина еще выстрелит. Выстрелит обязательно. Да, позднее созревание. Вот как ни крути, но вот прям идет такая информация, что позднее созревание. Выстрелит. Но на это еще уйдет какое-то время. У кого-то пару недель, у кого-то пару месяцев, у кого-то, извините, пару лет может уйти. Опять же, вы все разные, отсыпка общая. Но ему по судьбе, видите, огромную букву «В» получить. Буква «В» больше, чем он. Больше, чем он. Добиться своего, в жизни возвыситься и действительно собирать звезды, причем голыми руками. Но такой, знаете, мужчина муторный, да, в него вкладываться надо. Его действительно, вот как он нарисовал здесь, да, что вы, ну, ваша фигурка гораздо больше, а он как, ну, мальчик, да, вот он рядом с вами. И вы ему что-то прям рассказываете, да, показываете, рассказываете, обучаете. Ну вот вижу, что вы повязаны любовью, вот как ни крути. Да, можно насильно перервать эту связь, но это будет прям с болью, с кровью и очень мучительно. Очень мучительно. Если любовь вас повязала, значит, в этом есть замысел судьбы. И да, связь, она может становиться более тоньше, либо более плотнее. Но она есть, и она очень прочная. Вот от этого пока не уйти. Девчонки, ну что, потерпите, позанимайтесь с ним. Вижу, что вы женщина мудрая, знаете, что делать, либо чувствуете, что делать. Не бросайте его, он без вас пропадет. Ну а если вы его бросите, то в будущем можете очень сильно пожалеть. Вот правда говорю. Потому что и больно будет, и страшно, и забыть вы его навряд ли сможете. Вот. А так чувства у вас настоящие, искренние между друг другом. Да, не всегда это видно, не всегда мужчина показывает свою любовь. Да и вы не всегда показываете, правильно? Но тем не менее вы друг друга действительно любите. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.